Где пролегает граница между сознательным потреблением и постепенным уничтожением всего, что нас окружает? Где эта тонкая грань, отделяющая созидание от разрушения? Что способно укротить даже энтропию, безраздельно захватывающую весь мир? Воля, человеческая воля, сознательная и всеобъемлющая, выраженная самым громким из голосов, через самую яркую из форм бытия, через искусство. Воплощением этой воли, воли созидающей безукоризненной, и стала экологическая выставка, открывшаяся 20 мая. Аутентичное и красочное мероприятие – не просто дань искусству, сопряженное с, безусловно, важной и благой миссией, но и официальный старт работы социально значимой платформы, призванной привлечь внимание общественности к проблемам экологии и помочь хотя бы частично их решить. Сегодняшнее событие – это не просто выставка и инсталляция работ студентов Абхазского государственного университета. По сути дела, это открытие новой опытной лаборатории по переработке вторичных отходов. Как известно, экологическая проблема сегодняшнего дня, она и глобальная, и локальная абхазская. Это вторичные отходы, которые требуют утилизации. И вот данная лаборатория призвана найти такие технологические решения, в первую очередь это касается бумаги. А где бумага, там и искусство. Интересная коллаборация между общественной организацией «Абхаздеск», факультетом искусств АГУ и Институтом экологии. Потому что мы создали новую площадку, такую вот экспериментальную пока, скажем так. И Роман Васильевич уже говорил о том, что здесь можно проводить очень много разных мероприятий, и культурных, и творческих, и научных. Кстати, в первую очередь научных, потому что у нас очень мало таких площадок. А мне кажется, именно в Институте экологии, на базе института, есть такая вот свобода, свежим взглядом, что такое сделать, соединить экологию, соединить культуру. Наше мироощущение, как раз-таки ребята через свои инсталляции сегодня передали, их отношение, их видение к отходам, к мусору, к архитектуре, к тому, как сохранять мир вокруг себя. Представители Абхаздеска связались с факультетом, и связались непосредственно с Оксаной Засимовной и со мной, и предложили покурировать вот такой проект, экологический проект. И, естественно, нас тема очень привлекла, нам это не чуждо. В тандеме творчества и науки родилась идея презентовать концептуально новое пространство через искусство, наиболее долговечную форму, воплотить в которую можно даже то, что большинство назовет только ненужным мусором. Студенты факультета искусств Национального университета совместно с организацией «Абхаздеск» работали над 10 проектами, представленными на выставке больше 2 месяцев. Кто-то работал в папье-маше в технике, кто-то алкопластикой, и они, в принципе, смогли через вот эти вот техники самовыразиться, донести идею до определенного завершения. Участников у нас 15, и у каждого участника своя концепция. Я бы хотела, чтобы вы почитали, обратили внимание, насколько глубоко и творчески они подошли к решению задач поставленных. Взгляд Творца, безусловно, способен узреть то, что иной раз недоступно мимолетному взору человека, но талант, приумноженный неподдельной искренностью и неравнодушием, помогает воплотить в жизнь удивительное. Студенты Абхазского госуниверситета буквально работали с вторсырьем, со всем тем, что каждый из нас ежедневно отбрасывает в сторону, и смогли через простейшие, казалось бы, формы и техники передать всю глубину и важность темы. Те же пакеты мусорные, та же бумага, это коробки, потому что папье-маше, оно обязательно требует много бумаги, да. Нашлись люди, которые предоставили очень много мусора. Абхаздеск очень, интенсивно помогал во всем и старался дать всевозможные условия нашим студентам. И, конечно, факультет искусств предоставил свои мастерские. И ребятам было очень комфортно, в принципе, работать. Бумагу перерабатывали, бутылочки ломались, резались, прям деревяшки находились, весь мусор, в общем, который был в радиусе видимости, ребята собирали и делали из этого.
Созданная платформа, по словам Анжелы Патарая, будет служить действительно важным целям. Через искусство, творчество, интерактивные мероприятия организаторы смогут доносить до людей простейшую, но такую значимую мысль – забота об экологии, гарантия будущего для каждого из нас. Мы можем продолжить, да, то есть такое творческое направление, но при этом очень важное направление о том, что мы будем говорить о переработке. То есть, когда я говорю «мы», я веду имею все общество, да, те люди в нашем обществе, которые заинтересованы, да, и которым нужна будет площадка, говорить о проблемах экологии, о проблемах бытовых отходов, о переработке, о том, о нашем мире вообще вокруг, вот связанном с экологией, с изменением климата и так далее. Сейчас можно перерабатывать бумагу, и ребята создают переработанную бумагу из старой. Сбора пока нет, но тем не менее, да. То есть можно будет записываться на мастер-классы, приходить с детьми, приходить с коллегами и пробовать делать свою бумагу. По завершении выставки, которая будет представлена для всех желающих до 25 мая, площадка «Абхаздеск» на базе Института экологии, как отметила Анжела Патарая, продолжит свою работу. С актуальным расписанием всех ближайших мероприятий можно будет ознакомиться на страницах организации в социальных сетях. То есть можно будет записи в Инстаграме на странице Абхаздеска о том, что будут организовываться воркшопы по переработке бумаги, созданию из бумаги уже определенных каких-то продуктов, например. Будут просмотры фильмов, можно будет проводить какие-то другие мероприятия тоже, например, может быть, круглые столы могут быть, какие-то беседы. Иногда наши ребята очень любят дебаты. В принципе, площадка, она открыта для других предложений тоже. Экспозиция, представленная на выставке, действительно впечатляюще разнообразна. Старые бутылки стали вдруг воплощением прекрасных и знаковых, любимых всеми столичных мест. Бумага – белокаменной Сухумской набережной или гордой чайкой, раскинувшей крылья, а мусорные пакеты стали частью важной инсталляции. Это моя работа, она называется «Прогулка». Сделана она полностью в технике папье-маше. Эти же фигурки сделаны из слепленного между собой картона и покрашены просто обычной белой краской. Также я решила добавить сюда несколько элементов газеты из именно старой советской, чтобы напомнить о том, что у нас в Абхазии есть большая история, и ее надо знать и помнить. Так что это такая работа, с одной стороны, немножечко просто для расслабления, просто вот посмотрел, вспомнил про набережную, а с другой стороны такой исторический подтекст. Как отметили наши спикеры, создание платформы, призванной повысить осведомленность общества о проблемах экологии, тем паче презентация подобной площадки через столь трепетную, откликающуюся всем и каждому форму, верный шаг по направлению к действительно осознанному отношению к проблемам экологии, а быть может и решению их. Надеюсь, что вот это наше сотрудничество с Абхаздеск, которое предложило создать такую совместную лабораторию и найдет свое дальнейшее развитие. Сейчас пока очень немного оборудования, которое предназначено для этой переработки, но я уверен, что мы со временем насытим эту лабораторию новыми технологическими решениями, и это станет своего рода местом притяжения и молодежи, и людей искусства, и бизнеса, которые заинтересуются возможностью новыми технологиями по переработке отходов. Возможно, сегодня мы заставим думать иначе еще кого-то, но тех людей, которые нас посетят сегодня, так как та же бумага, которую просто выбрасывают, она может иметь вторую жизнь. Из нее можно делать прекрасные вещи. Я очень надеюсь, что мы сможем своим присутствием, своим участием в этом проекте, я сейчас имею факультет искусств и студенты, да, что мы сможем обратить взор и внимание людей на эту проблему, и что она частично решаема. Очень часто об экологии говорят языком исключительно научным. И не всегда это доходит до сердца. А кто-то воспринимает вещи визуально, да, визуалы. И вот тогда эти очень важные такие месседжи, они доходят до людей.
Проекты, подобные этому, воплощенные синтезом науки и культуры, в некотором роде уникальны, полны искренности, неподдельных эмоций и чувств, а еще по-настоящему важны, потому что, обращаясь к людям, действительно касаются сердец. Рада Чачава и Нала Гухава, Абаза ТВ.